Можете здоровье. Могу жевать сагюики. Давай бисмилlah нахал мастер. Адули. Сегодня мы приехали в Центр олимпийской подготовки города Назрань, где ежедневно тренируется свыше 500 борцов вольного стиля. В этом виде спорта особое место в тренировках уделяется проработке моста. Положение атлета, при котором ковра касаются только руки, лоб, иногда подбородок и пятки, а спина изогнута дугой. Для развития гибкости используется разучивание определенного набора акробатических упражнений – кувырки, колесо, фляг, рандат и, конечно же, сальто. Вольная борьба – это очень мужественный вид спорта, и занимаются им люди разных возрастных категорий. На вечерней смене в этом зале с ребятами от 6 до 17 лет работает Джабраил Барахоев. За 3 года совместной работы и кропотливых тренировок эти совсем еще юные борцы уже успели показать неплохие результаты на соревнованиях всероссийского и международного масштаба. У меня тренируются ребята с 6 до 15 лет. Насколько эти дети перспективные? Как давно ты с ними уже занимаешься? Занимаюсь я с ними уже 3 года. Есть перспективные, талантливые ребята. Не раз были на соревнованиях, на международных, всероссийских. Всегда были в тройке. Трудятся. А как они себя на тренировках проявляют, Джабраил? Насколько активные дети у тебя в зале? Вот так. Я делаю работу так, чтобы заинтересовать ребят. Я им всегда обещаю, что повезу на сборы, на соревнования, на отдых. Каждый сезон хочу, чтобы они и отдыхали, как и они тренируются. И поэтому ребята стараются выкладываться, показать, что я заслуживаю это место, так как их слишком много, не получается всегда вести всех, и поэтому приходится отбирать, смотря на их результаты, как они тренируются, на стабильность, кто не пропускает. Вот такие моменты я... Ну, совсем недавно, Джабраил, я видел, что ты вывозил этих детей в горы, чтобы они отдохнули, да, на пару дней. Насколько важны такие моменты, чтобы проявить у этих детей любовь к спорту? Когда я сам тренировался, когда я был маленьким, я помню, когда нашим президентом клуба был Ваха Евлоев, чемпион Европы, депутат. Тогда он нас, в 2007 году это было, повез в Москву. Шиболо назывался, горнолыжный курорт. И там тогда проходил чемпионат России по взрослым. Для нас это было очень большим сюрпризом, так как увидеть легенд вживую. И такая атмосфера в зале была. И тогда я говорил себе, если ты будешь тренироваться, то будешь ходить в такие места. И тогда мне это тоже нравилось. И когда я сейчас стал тренером, тоже подумал, как мне было тогда приятно. Сейчас, если будет возможность, сделаю и так же. И по мере возможности вывожу в горы, в другие республики. Этим летом были в Абхазии. Там проходил международный турнир. Алмазу Абдулла там занял 1 место. И заодно сразу отдохнули там. После новогодних каникул и небольшого отдыха зал Центра олимпийской подготовки снова начинает заполняться спортсменами. На сегодняшней тренировке ребятам предстоит отрабатывать различные приемы. Безусловно, борьба – это энергозатратный вид спорта, а во время схваток спортсмену необходимо задействовать практически все мышцы тела. Однако самый важный аспект в любом виде спорта – это, конечно же, мышление. Разминкай, базовый прием отработки. Потом покажу вам прием.
Так, бороться давай. Давай, без молдяхки. Пожай руки. Давай, начали. Первый и второй номер двигаются. Давай, давай, активнее, активнее, Болби. Работаем, работаем, давай, не останавливаемся. Во время занятий вольной борьбой развиваются такие качества личности, как сила воли, трудолюбие, физическое здоровье, целеустремленность, уверенность в себе, дисциплина, умение преодолевать трудности, уважение к другим людям. Хотел бы, чтобы родители уделяли внимание детям в это нелегкое время. Вот так. И благодарю всех родителей, которые рядом, которые болеют за своих детей, поддерживают их. Забрал, смотри, помимо того, что вольная борьба – это олимпийский вид спорта, да, вот насколько он сильно сказывается на ребенке, то есть в плане его физического развития? Конечно, Там все мышцы. да, задействованы все практически мышцы, вырабатывается стальной характер, сила воли у ребенка намного сильнее, чем у простого ребенка. Вот, они же все школьники. Да, когда ты идешь в школу, вот, посмотреть за ними, вот, даже чувствуешь по походке у них, они чувствуют самоуверенность среди общества. И характер спокойный такой, стараются помогать там, не обижать. Их так и учат тренера. У нас в республике много молодых даже тренеров, которые активно работают. Ну, Забрал, мы с каждым годом видим, да, что у нас республика открывается спортивные комплексы для боксеров, для дзюдоистов. И этот замечательный комплекс был также открыт совсем недавно. Вот насколько тебе приятно, что для вас, для борцов, открыли отдельный такой комплекс, спортивный комплекс? Конечно, для нас это большой подарок. Именно вот это место в Назрани нуждалось в борьбе. Дзюдо у нас отличные ребята выступают. И нам нужна была тоже борьба. Юнусбек Мамадгалевич подарил нам этот зал. Сейчас вы же видите, сколько тут ребят тренируются. Далее будут тренироваться. И я хотел бы поблагодарить нашего мецената, депутата Алихана Харсиева, который всегда активно поддерживает нас. Даже звонит сам, интересуется, нужна ли поддержка. Он дал нам транспорт для перевозки наших спортсменов, ребят в другие регионы России и помогает всегда. Несмотря на то, что здесь тренируется большое количество детей, на каждой тренировке Джабраил Бархоев старается уделять внимание каждому ученику. Ведь только таким образом можно привить у ребенка любовь к спорту и, конечно же, мотивировать на дальнейшие успехи. Как тебя зовут? Арапи Мухаммад Амин. Мухаммед Амин, расскажи, как давно ты занимаешься борьбой? Участвовал ли ты уже на соревнованиях? Да, я участвовал в соревнованиях. В борьбу я ходил 4 года. Первых я зарабатывал много, иногда проигрывал, зарабатывал третьи и вторые. Вот, нравится тебе вообще вольная борьба? Почему ты именно этим видом спорта начал заниматься? Раньше, когда я был еще маленький, мы с папой смотрели там трансляцию по вольной борьбе. И после этого мне стало интересно. Ну, и я сказала с братом папе, чтобы нас туда отвели. Мы посмотрели, там было хорошо. Первый раз я стеснялся, но потом я начал привыкать. Ну, и мы начали так заниматься борьбой. Вот смотри, а что тебе папа сказал, когда ты ему сказал, что хочешь заниматься борьбой? Ну, он мне говорил, ну, он был согласен. Он говорил, хорошо, понятно. Занимайся спортом. Да.
Вот смотри, ты же говоришь, что ты участвовал на нескольких соревнованиях, да? А вот есть такие соревнования, которые ты запомнил больше всего? Есть в Грозном. А когда ты участвовал? Ну, это было. Да, давно было. А вот почему ты именно эти соревнования запомнил? Ну, как бы сейчас. Соперники сложнее были, да? Были сложнее, но там было один нечестный. Ну, так я заработал там первое и второе место. Ты 2 места занял? Да, 2 места. В разных весовых категориях или же ты в разных возрастных категориях участвовал? В одной категории я участвовал. Просто там вышла ошибка, из-за этого мне еще одну дали медаль. Когда 4 раза боролся. Когда дают вторую медаль, нужно брать, да? Когда дают вторую медаль, нужно брать ее, да? Я бы не брал бы. Тебе насильно ее отдали, да? А вот теперь, Амин, ты уже опытный борец, потому что участвовал на многих соревнованиях. И впереди какие ты цели перед собой ставишь? Ну, у меня есть одна цель – стать чемпионом Каким чемпионом? Европы, А потом России. мира и Олимпиады, да? Да, То есть самая главная цель для тебя стать олимпийским чемпионом, да? да. Хазей, расскажи, как давно ты занимаешься борьбой? Я начал заниматься борьбой 2 года назад. Меня к этому привел отец, и мне тоже самому очень заинтересовался этим спортом, и так пришел сюда. То есть затянуло тебя, да? Да, затянул. Вот смотри, ты занимался, да, спустя несколько месяцев тебе не хотелось оставить борьбу, уйти в какой-нибудь другой вид спорта? Мне таким мыслей не было. А помимо борьбы тебе нравится какой-нибудь еще вид спорта? Да, смешанные были. Смешанные единоборства нравятся. Вот не хочешь в будущем оставить борьбу, уйти в смешанное единоборство, или хочешь продолжить в своей вольной борьбе? Не, я не знаю сейчас, в данный момент. Ну, посмотрим. Ну, ты 2 года уже занимаешься, да, борьбой, это, в принципе, это очень такой хороший срок. Вот успели ты за это время поучаствовать на соревнованиях? Да, успел на много соревнований поучаствовать. Вот если говорить про последние твои соревнования, на каких соревнованиях ты участвовал? Последний на районном участвовал. Тут все. И как для тебя сложилось соревнование? Да, проиграли. Ну, в принципе, это тебя закалило, да? А вот смотри, сейчас вы уже начали тренировки, да? Эти соревнования уже позади. Вы готовитесь к новым соревнованиям. Вообще, теперь как у вас тренировки проходят в зале? Ну, сейчас потихоньку восстанавливаемся после каникул, как говорится. Сейчас потихоньку, чуть-чуть, мало. Ну, приходим в форму. Вот как у вас в целом проходят тренировки? Как тебе вообще тренер твой? Тренер отлично, конечно. Тренировки проходят с 6 до 8, и бывают тренировки мощные. Смотри, ты же наверняка утром ходишь в школу, потом по-любому тебе нужно домашние задания делать. Это спорт не мешает занятиям в школе? Нет, спорт не мешает. Наоборот, помогает, да? Да, наоборот. Вот смотри, а как учителя относятся к тому, что ты занимаешься спортом? Есть какие-то поблажки в школе? Нет, наоборот, гордятся. А вот бывает такое, что учитель тебе говорит, чтобы ты принес свои грамоты, показывая твоим одноклассникам? Да, меня повесили в школе, наши чемпионы, где стенка есть, там меня повесили, где своими медалями стоим. Ну, Вот приятно бывает, когда ты приходишь в школу и видишь свою фотографию. да, очень бывает. И смотри, Хазар, такой последний вопрос. Мы не будем мешать твоей тренировке. Вот какую ты теперь ставишь перед собой цель? Идти дальше и не проигрывать. Стать? Олимпийским чемпионом. Многие из этих детей только начинают делать первые шаги в спорте, но самое главное, с первого дня выхода на ковер каждый из этих борцов уже и поставил для себя цель. Как тебя зовут? Чулиев Якуб. Якуб, твой тренер мне сказал, что ты занимаешься в этом зале уже 2 года. Вот за это время сколько у тебя соревнований было? Примерно 5, но посчитать я на 10 лет. Вот смотри, перед соревнованиями вы же наверняка, да, усиленно готовитесь в зале. Вот если говорить про психологическую сторону, да, вот волнуешься ты перед соревнованиями, как ты вообще готовишься? Да, когда осталось 2 дня, утром выбегаю на поле и делаю
3 круга, там 200 коней. Вот смотри, если говорить про волнение, у тебя бывает волнение или же волнение уже давно уже позади? Ты уже увереннее себя чувствуешь, наверное, да? Я уверенно себя чувствую. Когда первый раз, когда я дрался, я боялся, когда проиграю. Но сейчас мне как легко. Вот смотри, ты помнишь свои первые соревнования, на которых ты участвовал? Да. Я там проиграл. Ну, потом ты наверняка уже, да, больше стал тренироваться, подготовился правильно, да? А вот если говорить про последние соревнования, на которых ты участвовал, помнишь ты? Последнее соревнование у меня было 3 месяца назад, и я занял 2 место. На 2 балла только проиграл. То есть ты дрался в Ингушетии или за пределами? В Ингушетии. В этом же зале. У тебя были соревнования, где тебе приходилось драться за пределами Ингушетии? Да, я дрался в Дагестане и Чечне. А смотри, где тебе тяжелее драться? У нас в Ингушетии или за пределами? За пределами. Почему? Не бывает такой поддержки, да? Да. Твои соревнования уже позади, да? Вы теперь уже начали активные тренировки после каникул. Вот к каким соревнованиям ты готовишься и какую ты цель перед собой ставишь? У нас еще впереди много соревнований. Я усиленно тренируюсь. А какая у тебя цель? Стать олимпийским чемпионом. Как тебя зовут? Меня зовут Бартулфоев Рамазан. Рамзан, расскажи, как давно началась твоя спортивная карьера и вообще как ты пришел в спорт? Я пришел с Краснодара. Мой брат обучил меня всему. Потом я пришел к Бархоеву Джибраилу и начал здесь тренироваться. Тренируюсь уже 1 год. То есть ты раньше в Краснодаре тренировался, да? Нет, я там не тренировался, здесь начал тренироваться. Вот смотри, вот почему ты именно вольную борьбу выбрал? Почему нет дзюдо или же футбол, бокс? Не знаю, вольная борьба красивее любого другого спорта. И все сильнее. Вот смотри, ты сам смотришь там разные чемпионаты по вольной борьбе. По телевизору наблюдаешь за борцами? Да, смотрю. Например, когда Снайдер и Садулаев боролись, Садулаев показал очень хорошую технику. И Вот. положил его на туше. Вот, а тебе хочется в будущем участвовать на таких крупных соревнованиях? Да, я хочу стать чемпионом мира. Дальше Энджели Джибраил меня обучит всему, и я стану чемпионом мира. Вот смотри, чтобы стать чемпионом мира, стать олимпийским чемпионом, на твой взгляд, что нужно для этого делать? Надо делать много канатов, тренировку хорошую, никогда не пропускать и питаться очень плотно. А все, что ты сказал, ты сам соблюдаешь? Да, я сам соблюдаю. У меня дома каждый день кормят хорошо. Тренер хороший, брат обучает. А если говорить про твои тренировки, ты стараешься выкладываться на них? Да, я стараюсь все время, все лучше и лучше пытаюсь. Вот тяжело тренироваться? А? Тяжело тренироваться? Тяжело тренироваться, но все равно надо добиться всего. То есть, судя по твоим словам, у тебя есть одна цель, да? Стать? Чемпионом мира. Помимо разминки и отработки борцовских навыков, здесь также проводят и спарринги. В учебных схватках оттачивается техника и развивается выносливость. Именно эти аспекты играют большую роль во время выступления на любых соревнованиях. На ковер. Зурабов Саюб. Ажил, сейчас будет борьба до балла. Хазыришан. Первое активное действие побеждает тот, кто заработает балл. Теперь еще. Кто проиграет, тот садится. И так надо победить большее количество соперников. Поняли? Давай, удачи. Пожал руки. Стойка, 2 балла. Арапи уходят. Боков, заходи. Пожал руки. Начали. Старайтесь делать приемы. Обманывайте соперника. Стойка, 2 балла. Ага, Боков. Газгиреев Михаил. Пожал руки.
Ваша задача за минимальное время заработать балл. Так как бывает момент в конце схватки, за 1 или за 2 секунды можно выиграть, проигрывая у соперника. Есть 2 балла, стойка. Боко Рахим. Пожал руки. Начали. Стойка. Стойка, 2 балла. Работа в тесном контакте с родителями подрастающих чемпионов – вот основной ключ к успеху. Этим аспектом работы Джабраил Бархоев занимается профессионально. Претензий со стороны родителей к качеству тренировок, естественно, не возникает. У меня очень хороший родительский комитет. Комитет есть, Можно сказать, самый лучший. Тесно всегда мы общаемся, делаем родительское собрание, обсуждаем вопросы. Вот, например, Очень послушный дети. вот, например, когда я вывожу ребят на сборы, а там бывают немалые затраты, у меня есть группа в WhatsApp с родителями, где мы обговариваем, в какое место поедем, в каком зале будем тренироваться. И они в течение 2-3 дней решают вопрос денежный. То есть вы честно с ними, да, так? Да. Контактируете с родителями? И когда бывают турниры, я им тоже говорю, чтобы принимали участие. Они принимают активное участие, даже помогают, кто не на работе, они помогают физически, а кто на работе, помогает финансово. Вот так и работаю. Впереди у этих ребят множество сборов и, конечно же, участие на различных соревнованиях, победа на которых дает шанс сделать еще один шаг на пути к заветной цели.